Добрый день, в эфире новости, в студии Жаңылмырза Дүйшінбекова. Глава государства сегодня отправился в Турцию. Сооронбай Жээнбекова пригласил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятие, посвященное 95-летию основания Турецкой Республики. Празднования пройдут в городе Стамбул. Одним из главных подарков для страны стал новый третий международный аэропорт, на церемонию открытия которого приглашен и наш глава государства. Отметим, ранее сообщалось, что этот воздушный хаб будет иметь 6 взлетно-посадочных полос, стоянку на 500 воздушных судов. Этот воздушный порт станет одним из крупнейших в мире и будет ежегодно обслуживать до 200 миллионов пассажиров. А вот нашу республику в скором времени посетит президент соседней республики Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщает МИД Кыргызстана со ссылкой на главу ведомства Чингиза Айдарбекова. Оба внешнеполитических ведомства сегодня прорабатывают ход визита. О том, что казахский лидер приедет в Кыргызстан, стало известно после переговоров Айдарбекова с его коллегой Кайратом Абдрахмановым. Напомним, встреча двух министров прошла в Астане 27 октября. Точные даты приезда Назарбаева пока не называются, как и дата визита российского президента Владимира Путина, приезд которого запланирован в Кыргызстан, как сообщается, на первую половину 2019 года. Разговор по-мужски закончился гибелью молодого парня. Погибшему было 18 лет. Трагический случай произошел в Бишкеке во время отдыха в ночном клубе «Мэншн» по случаю посвящения в студенты. Между тремя посетителями возник конфликт и завязалась драка. Как рассказывают очевидцы, ребята решили выйти на улицу и там продолжить разбирательство. Двое били одного. В результате потасовки молодой человек упал и ударился головой о лестницу. В милицию о случившемся сообщили около половины второго ночи. На место приехала также скорая. Врачи и милиционеры обнаружили тело погибшего на ступеньках у входа в заведение. Парни отмечали в ночном клубе посвящение. В ГУВД столицы сообщили, что задержаны двое подозреваемых 17 и 18 лет. Возбуждено уголовное дело. Еще одного подозреваемого задержали джалабадские милиционеры. По их информации, пойманный молодой человек совершил нападение на таксиста 11 октября. Тогда, напомним, сообщалось, что молодой человек сначала попросил отвезти его с городского рынка в Джалабаде на трассу Бишкек-Ош. Доехав до пункта назначения, он набросился с ножом на таксиста, ранив его в области плеча и лица. Водитель сумел убежать и на попутке доехать до больницы. Нападавший же угнал его авто. Правда, уехать далеко не смог. Не справившись с управлением, попал в ДТП. После задержания разбойник признался, что пошел на преступление из-за голода. Мастер-класс сорвался прямо перед учениками. Тренера в отделение забрали милиционеры. Украинский предприниматель Андрей Иванов приехал в Бишкек, чтобы научить желающих, как продавать машины из США. Однако мероприятие пришлось отменить, так как Иванов оказался нарушителем местного законодательства. Как сообщили в ГУВД столицы, мужчина незаконно создал компанию для проведения мастер-класса в Бишкеке, тогда как должен был получить разрешение на трудовую деятельность. В этой связи он и был доставлен в Ленинское УВД для составления протокола и оформления штрафа. Видео своего задержания украинский гражданин выложил на своей странице в социальных сетях. Памятная юбилейная двадцатка в честь 90-летия Чингиза Айтматова выпущена Национальным банком. Это коллекционная монета из серии «Исторические события». Основным сюжетом лицевой стороны монеты являются изображение портрета и факсимиле Чингиза Айтматова и ее номинал. По окружности размещена надпись «Чингиз Айтматов 90 жил» и «Чингиз Айтматов 90 years». А вот на оборотной стороне монеты в верхней части размещен герб Кыргызской республики. На фоне стилизованных гор и озера Иссык-Куль изображены белый пароход и мать-олениха по одноименным мотивам произведений писателя. Медно-никелевая монета весит 25 граммов. Общий тираж составил 5000 штук стоимостью 700 сомов. В Аше сегодня стартовал чемпионат республики по кокбору. Игры проходят на ипподроме Тынойкон. По данным Госагентства спорта, за медали поборются 9 команд из всех областей страны. В числе участников также 2 сборные городов Бишкек и Ош. По итогам жеребьевки, которая прошла накануне, команды были разделены на 3 группы. В группе А сыграют команды из Чуйской области, Бишкека и Аша. В группе Б из Ошской, Джалабадской и Нарынской области. И в группу С
попали команды Таласской, Баткенской и Иссык-Кульской области. Уже сегодня пройдут 3 игры первого тура. Начавшиеся соревнования по Кукбурю приурочены к празднованию 90-летия Чингиза Айтматова. Призовой фонд турнира составляет 2 миллиона сомов. НТС вошел в 7 лидеров по внедрению собственных программ и продвижению государственного языка. Исследование было проведено независимой консалтинговой компанией «Эксперт». Аналитики выявили как лучших в этом вопросе, так и аутсайдеров. Таких в стране оказалось более сотни компаний. В Министерстве культуры, информации и туризма, которое определено как орган, ответственный за исполнение закона в этих вопросах, обещают, что скоро начнут применять меры к тем, кто игнорирует требования по телевещанию. Подробности в нашем следующем сюжете. Не просто в 7, а в 3 лидеров. Телекомпания НТС, по данным независимого исследования, оказалась лучшей среди частных телекомпаний по продвижению собственного контента и развитию государственного языка на телевидении. Сегодня законодательство требует, чтобы телеканалы размещали в прайм-тайм не менее 50% телепрограмм на госязыке. По оценкам исследователей, компании, которые неукоснительно соблюдают это требование, 7. Это КТР, КТР-музыка, НТС, ЛТР, ОЖ-ТВ, НТМАК и Апрель. По словам генерального директора телеканала НТС Джайна Каушинулу, добиться такого результата было, конечно, непросто, но при грамотном подходе, как выяснилось, можно не просто исполнять требования закона, но даже перевыполнять его. Конечно, производство собственного контента, это обходится достаточно дорого, но мы исходим из каких соображений? Да? Прежде всего, если мы бы приобретали контент из-за границы, то, соответственно, эти средства уходили бы за пределами нашей страны. Но наша задача состоит в том, чтобы вот эти средства оставлять в нашей стране, эти средства оставлять на поощрение, на вознаграждение наших местных сотрудников, наших местных продакшн-студий. И поэтому мы, конечно, понимаем, что на сегодняшний день наш отечественный контент, наша собственная продукция, она пока не конкурентоспособна, но мы к этому идем. Самое главное начать, чтобы коллективы, проекты друг с другом конкурировали. Только на спросе нашей аудитории мы можем тогда узнавать, то есть, какой популярностью пользуются наши те или иные проекты и над чем нужно работать. Тех, кто сегодня не может исполнять требования закона или не хочет, гораздо больше. Исследование агентства «Эксперт» выявило ряд телеканалов, где условия вещания не исполняются совсем. То есть 100% вещания этих компаний ведется на официальном языке. Пока за эти нарушения государство никого не наказывало. Но карательные меры не за горами. Конечно же, настанет день, когда мы начнем применять уже те статьи лицензионно-разрешительной системы, закона о лицензионно-разрешительной системе, а именно за однократное нарушение. Там предусмотрено предупреждение, за двукратное нарушение предусмотрено штраф в соответствии с законодательством существующей. За невыполнение этих 2 пунктов предусматривается законом приостановление действия разрешения и уведомление об этом оператора телерадиовещания. И, конечно же, совсем, когда не устраняется, то, конечно, мы подаем исковое заявление в судебные органы для отзыва разрешения. И это означает, что оператор телерадиовещания обязан убрать из своего пакета вещания указанный телерадиоканал. Помочь тем, кто хочет, но не может, намерены телевизионные гиганты. Специально для помощи государственным органам в выявлении нарушителей и поддержки тех, кто по ряду причин сегодня не в состоянии исполнять условия закона, создана Ассоциация телерадиоорганизаций Кыргызстана. Члены объединения говорят, что телекомпаниям пора отходить от привычной иностранной телепродукции. Телевидение должно нести зрителям информацию об отечественной культуре и общественно-политической жизни. Есть телеорганизация, которая производит собственную продукцию, в том числе и на кыргызском языке. А есть телеорганизации, которые просто сидят, ставят 2 компьютера и пускают там пиратские материалы. Да? Это, грубо говоря, это зарубежные фильмы, где агитируется там, скажем, агрессия, там, кровь, не знаю, борьба, битва, что-то вот в этом роде. Да? А мы, наконец, уже должны думать о собственной идеологии, о собственном менталитете. И телевидение должны уже вести свою работу на реалиях нашей страны.
Поэтому, безусловно, организация была создана недавно только. И в будущем мы будем продумать какие-то механизмы для того, чтобы поддержать, поощрить те телеорганизации, которые по собственной инициативе на своем уровне решают эти проблемы. Министерство культуры, информации и туризма обещает помочь средствам массовой информации. В ближайшее время чиновники планируют госзаказ на производство отечественного контента. В телекомпании НТС также обещают зрителям новые интересные проекты, которые можно увидеть как на официальном, так и на государственном языке. Работы по производству передач не останавливаются ни на день. Игорь Потанин, Самодол Атакунов, НТС. Синоптики предупреждают о резком изменении погоды по республике в ближайшие дни. С 31 октября по 2 ноября ожидаются дожди, переходящие в снег. В Чуйской и Таласской долинах температура воздуха опустится до отметки минус 8 градусов. Ночное время суток днем не выше 2 градусов тепла. В Волжской, Джалабатской и Баткенской областях ночью до 5 мороза, днем до плюс 8. В Иссык-Кульской котловине ночью до минус 10, днем 0. И в Нарыне в зоне земледелия ночью до минус 15 градусов, а днем в районе минус 1. В некоторых областях ожидается ветер с порывами до 22 метров в секунду. Такая погода приведет к налипанию мокрого снега на проводах и деревьях, на горных и предгорных участках дорог, снежные заносы и гололедица. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.